дела. Если я вот так буду держать, интересно, будет нормально или все-таки надо так? Давайте так все-таки попробуем. Да. Ага. Чтобы люди вот так могли смотреть, да? Угу. Ага. Так. Все, ребят, всем привет. Пока никого в эфире нет, но надеюсь, вы в записи посмотрите. Да, Бурнеди салам. Всем привет. То есть... Со мной сегодня гость Николай Михайлович Болтаев, заслуженный художник Чувашской Республики, Да. доцент кафедры народного творчества, да? Института культуры. Института культуры. Очень, у меня вообще в жизни очень интересные встречи всегда происходят, и мне очень хочется знакомить вас с интересными людьми. И вот один из таких удивительных людей, вот Николай Михайлович, с которым мы случайно познакомились, но все случайности не случайны. И также Николай Михайлович является создателем парка. Этнокультурного парка. Этнокультурного парка санатория Чувашия. Сувар называется. Я даже не знала, что он так называется. Просто обожаю в этом санатории Чувашии гулять. И даже никогда не знала, что, оказывается, есть создатель, вдохновитель, творец этого парка. Очень рада знакомству. И что меня вообще заинтересовало, это знание Николая Михайловича о чувашской культуре. Они очень удивительные и необычные для нас. Своеобразные такие. Необычно, да, своеобразием своим. Давай, говори, что получается. Ну вот что меня заинтересовало. Вообще, то, что вы знаете коренной чуваш, да, знаете 7 поколений. Да, я сам коренной чуваш из Дельского района, из деревни Питтебель, Новоянашево. Вот, являюсь, имею дом в деревне, отцовский дом, который я отремонтировал. По нашим обычаям он должен был быть в порядке. У меня отличная баня там. Живет мама. Вот в этом году 91 будет лет. Да? Вот. И здравствует. Я всегда туда езжу. Практически нить не прерван. И дети туда приезжают. Каждое лето ремонтируем, порядок наводим. Сажаем, как обычно. Но это необычно. Это есть как раз самое сокровенное, что в человеке есть. Это связь с землей. Мы же так думаем в городе, городские жители, мы же теряем какие-то качества свои, именно человеческие, естественно. Потому что только земля дает некие качества, которые только с землей у тебя это происходит. И все обычаи и порядки, и этнокультурный парк, он в этом духе сделан, создан. Связь с землей, связь с предками, которые жили на этой земле, и ихними порядками. У нас это Ела-Ерге называется, это по-другому, Ела это Что такое Ела-Ерге? Ела-Ерге это привычка, Ела. Ела на океане, я так привык, и Ела-Ерге, и порядок. Так. Все порядок должен быть, да, во всем? Некий есть привычка, да, но он в порядке. А порядок это есть законы природы. Не просто у меня это поведение сформировалось. Это за целый год формируется. Например, начинаем мы 21 марта, это Новый год. Вообще чуваши справляли, говорят ученые, 2 раза, по календарю Новый год. Например, когда они в ноябре заканчивают, да, всю эту деятельность заканчивают, делают жертвоприношения, это звучит, конечно, не... Да, что значит жертвоприношения? Какие были жертвоприношения? Жертвы, это жертвоприношение в переводе, это как русские,
на русский язык, скажем. Потому что ученые это все переводят, а по-нашему это то, что мы за год смогли вырастить, ну, живности, да, там, посеяли то, что там осенью, то есть весной собрали, и вот это все новый урожай, новая живность, да, мы ну, собрали свои, ну, это сараи, да, там гумно, там этих животных, например, ну, уже мы можем употребить, да, резать для пищи. Мы вот эти первые животные, например, и первый урожай даем неким существам или неким божествам, которые нас в этом помогали. Ну, вот, мы когда сажаем, сеем, мы всегда отдаем это в руки матери земли, например, духом земли. Там они имеют разные ну, наименования, там их больше 200 говорят, я сам еще не считал. Вот. Духов наименования больше 200? Ну, не духов, а вот, ну, может даже, давай так, потому что если духи там сразу что-то начинают думать, да, это у нас чуть по-другому. Чуваши всегда для себя делали неких, например, ну, видишь, опять... Идол типа, да? Не идол, а вот неких образов, наверное, вот так. Да. Неких образов, потому что если скажешь духи, опять начинается там вот это вот непонятки. Неких образов, которые они заносили в чистый дом. Вообще надо по календарю рассказывать. В чистый дом, это 21 марта, в дом заносили новых образов неких существ, скажем, например, мать полей, допустим. Мы ее берем и создаем. Образ матери. Да, образ матери поля мы берем и создаем. Или хранители вот этого урожая, допустим, хранители дома, хранители там хлеба, хранители животных. У них там, ну, есть берегини, например, ну, там много вот этих классификаций. И мы их создаем. Создали, с ними сделали мы договор на 1 год. А что за договор? Договор, ну, например, пусть он охраняет вот этот урожай. И осенью я тебе накормлю. Понимаешь? Вот. Ну, это такой какой-то коммерческий. Ну, ты сейчас служишь, я тебя потом вознагражу. Да? Это, я слово не понимаю, коммерция, это опять не наше, по-моему, слово. Ну, это как бы дашь-то дашь. Ну, такое взаимоотношение. Это, нет, это, наверное, помощник, как друг. Как друг все-таки. Да. Я его не бросаю, я его создал, я его не бросаю, он мне помогает, и мы с ним делимся. Живем в дружбе. Не так, наверное, вот как сейчас мы воспринимаем вот это. Вообще, конечно, то, что сейчас мы хотим вот эти народные, древние, чувашские обычаи, порядки, начинаем мерить с вот этим мировоззрением. Вот, потому что, например, их мировоззрение сформировалось вот в виде костюма, порядков, там, ну, то, что мы сейчас в округе видим, ну, песни, например, танцы, это их мировоззрение. Это их поступок на основе этого мировоззрения. Мы видим их поступки, а мы же не думаем, как они. Вот мы сейчас, по-другому интерпретируем. да, мы сейчас вот сразу коммерцию нашли, а это там но выгода, баш на баш. Да, я уточняю. Как да, это хорошо. Ну, сейчас у нас самая страшная вещь — это деньги. Все убивает, это не изобретение наших предков, это вообще чуждо для природы. Я всегда так говорю, потому что, например, когда вот у нас в деревне урожая много, да, у соседей, допустим, немного. Мы все лишнее отдаем. Просто так. Просто так. Вот, например, есть вещи какие-то ненужные. Вот у кого-то дети растут, например, да? Ну, просто идем отдаем. Никаких там, ничего не спрашиваем. Дом, например, строится, мы просто идем помогаем. Сосед, например,
дрова колет, да, ты берешь топор и идешь к нему. Просто начинаешь, рядом встал и помогаешь ему. Просто от того, что у тебя этого много, и ты готов просто поделиться, Делиться, помочь да, другим, да. и И от того, что просто хочется это делать. там вот этого коммерческого вообще никакого нету. Вот даже намека нет. Это даже, можно так сказать, по-нашему, наверное, это позор, когда какая-то коммерция появляется. Там какие деньги, говорят, ты что, обижаешь там, они обижаются. А сейчас вот деньги отдал, да, и все дела, да, никаких делов. Сейчас вообще в мире Да. на самом деле деньги как бы имеют. У кого деньги, тот и заказывает все, да? Можно так сказать? Нет, Сейчас это так нам происходит. кажется, что он заказывает. Так сейчас происходит, по сути. Ну, кто потерял человеческие вот эти качества. Да, кто потерял человеческие качества. Да, вот. Потому Ну что вот смотрите, даже говорят, что клиент всегда прав. Типа, кто платит, тот всегда прав. Разве это правильно? вот я туда не хотел, конечно, но клиент всегда прав. Это я соглашаюсь, например, когда вот нынешним вот этим пониманием. Ну, нашим пониманием у чуваша надо 3 раза спрашивать. Ты можешь мне помочь, например, да? Вот, и, ну, когда он не желает с тобой, в общем, он все это обдумает, там, он может не делать, если это противоречит его миропониманию или мировоззрению. Да, да. Вот. Ты можешь все что угодно просить или заказывать, ему просто не нужны эти деньги, твои отношения, ему надо вот так. А все-таки какое мировоззрение было у наших предков? Как они представляли себе, ну, что для них природа была, вот как они все это? Что значит чувашские вышивки? Ну, много вопросов. Ну да, тут вообще, этих передач надо делать сколько, не знаю. Давайте сделаем сколько надо. Ну, давайте мы сейчас Да. к парку перейдем. Вот, потому что Я напоминаю, кто смотрит сейчас, как бы только сейчас, что Николай Михайлович это создатель Чувашского парка санаторий Чувашия. этнокультурного парка. Этнокультурного парка. Как вообще пришла идея этого парка? Вот вообще, если издалека, вкратце, я с детства был деятельный, как всегда, что-то хотел, всегда задавал вопросы. И был у нас такая газета была, «Пионер ЗАСы». И пионерский голос. Мы были пионерами. Вот. Вот. И там был конкурс. Там надо было это, нарисовать что-то и отправить. Ну, я участвовал в этих конкурсах. Вот. И я какое-то место занял там призовое. Меня отправили в Артек. Это пионер-лагерь. Артек такой был, да, это в Крыму. Это давно было? В каком году? Это я был в 8 классе. Ну ладно. Так, это, считаю сейчас, это 70, где-то 8 год. В общем, я вообще-то старый. Сколько вам лет? Мне уже 56 лет. Ну, очень хорошо сохранились. Надо будет узнать ваш секрет молодости. Расскажу. Попозже, да? Да. Вначале. В общем, я был в Артеке, и нас там возили по разным местам. Вот. И нам обещали завести там какой-то парк, хотели повести. И в этом парке должны были быть там какие-то скульптуры. Нам так красочно рассказали. В Артеке? В Артеке, да. Это в Севастополе, так, нет, в Симферополе, по-моему, какой-то парк есть, где вот эти, ну, созданы по сказкам и так далее. Но мы туда так и не попали. Но образ здесь... Мечта осталась, да. Ну, когда уже я вот после армии поступил в Академию художеств, это имени барона Штиглица в Санкт-Петербурге. Вот. Там один парень, русский, по мотивам, древним мотивам, создал ансамбль скульптур. Вот, а это все, ну, он так назвал, «Языческая Русь». Я посмотрел, что-то мне понравилось, думаю, что-то похоже, интересно. Потому что я уже изучал, вообще изучаю я с 89-го года, это, ну, плотно, скажем, ну, или как-то, серьезно. Да, подробно записываю, изучаю это серьезно. Я, чтобы вот этот парк сделать, изучил вообще, скажем, ну, мировое искусство. Да, Да. это очень интересно. Конечно, потому что так вот взять и создать очень сложно. Потому что
все вот эти скульптуры, которые там стоят, я всем говорю, таких у чувашей не было. Я их не видел. Но я читал вот эти образы. А где? В книгах они все есть. В сказках? Да, в сказках, в книгах, ну, все зафиксировано. Там очень много скульптур, очень много. Да, разных. больше 130 скульптур. Вот представляете, сколько сказок я прочитал? Это раз 5 или это 10, не знаю. Информация, мне очень интересно. Вот. И оттуда я отобрал самые, скажем, которые я понимаю, потому что очень много я еще не понимаю. Вот. И в течение 20 лет я там был руководителем. Вот. За эти годы мы, ну, каждый раз совершали ритуал, это всегда отпрашивали благословение там, ну, по своим вот этим, не по христианским, а по своим вот этим, ну, порядкам. Вы сами его, как бы, ну, этот ритуал? Я знаю. Или сказы как-то? Это же у нас всегда делается. Ну, а как он делается? Ну, у стариков спрашивают благословение. У стариков? Ну, У которые родителей есть, которые их или нет. там? Ну, если есть, то у них, если нет, то у тех, у которых нет. Вот. И обязательно зажигаем огонь. И обязательно пьем чай. Пиво не пьем. Чувашского пива нет. Это все нас научил черт или шайтан. Вот. Так что, если когда говорят, вот чувашское пиво, нет, это черт научил. Это пиво черта. Можете прочитать. Чего? Это такая заметка такая, да. Вот, типа слушайте. Да, да. Я, кстати, вот после этой сказки бросил даже это. А что за сказка? Сказка, вот как черт научил чуваша делать водку и пиво. Ого, есть такая сказка. Да. Кстати, написал про водку это Мессерш, венгер, который приезжал в 1905 году, выучил чувашский язык и написал про Чувашию очень подробно. Да. Ему так было интересно чувашская культура. Только всем интересно, кроме, наверное, Чувашии, чувашская культура. И кроме меня. Вот и Ярослава еще, да. Недавно, еще появилась, да. Ну, потому что на самом деле я всегда считала, что чуваши это, ну, такой темный народ, особо так без знаний и, ну, не знаю, ничего своего у них как бы особо и нету, кроме вообще ничего, по сути. И вот с вами познакомилась и поняла, что оказывается, как интересно у нас чувашский народ, какой светлый, во что он верил. Ну, природа это всегда она светлая. Мы вообще, если вот так вот говорить, ну, чуваши, само название чуваши это сувар или совар. Вот. А это в переводе свапло-ар. Свапло это значит достойный, ну, все самое лучшее. Ар это свет. Мы почитаем свет. Мы не поклоняемся никому. Вот сразу хочу сказать. Сувар это значит переводится как почитающий свет. Да, свет. Вот. Когда мы говорим сонар, образ, да? Сонар это образ. Вот по-русски это все равно не точно переводится. А по-чувашски это сон это лицо, ар это свет. Это значит ты. Образ света, да? Да. А, то есть свет воплотился в этом образе. Да. О, это так красиво. Вообще очень. Вот это вот само название народа. Когда я спрашиваю у ученых, там, писателей, там, я их не ругаю, я всегда спрашиваю, объясните, пожалуйста, слово, это образ чуваш. Объясните, пожалуйста. Никто не может объяснить. А вы можете? Нет. Потому что нет это? образа. А откуда это слово тогда? Я не знаю. Вот образа чуваш я не вижу. Вот. Образ совар я знаю. Вот я перевел. А чуваш я не знаю. Образа нет. Если образа нет, это значит, ну, без образа. Вот. Это вот безликий. Может быть, поэтому у нас такое происходит в жизни, да? Как бы нет образа. Вот это ты сказала. Я про это давно знаю. Всегда есть некий проект. У этого проекта название есть. Вот. Если само название моих дедов это Савар, это значит ну, достойный свет, я являюсь достойным светом. Вот. Ну, я появился из света, сделан из света. Ну, можно это, например, взять полено, да, ну, дерево.
взять полено. Баня есть? Мгм. Бросили в печку, жарко, да? Мгм. Так вот, это есть свет. Мгм. И человек может также сгореть. Ну, волосы можно не обязательно человека поджигать. Мгм. Вот, мы сделаны из... Интересная мысль. Мгм. Не мы То есть себе, мы все да. возвращаемся в свет, да, когда Естественно, мы все пришли в свет и возвращаемся все в свет. да, у нас есть вот это, ну, мы сейчас про парк остановимся маленько. У нас также есть, ну, тебе интересно, вот есть рай, есть ад, Да, да, только это все по-другому. Очень интересно. Мгм. Как? Это у нас по-другому, например, ад это тамок, Мгм. тамок. Вот, ну, это значит 7 уровней там, Мгм. или 77. Мгм. Самый внизу кромешная тьма. Тьма. Мгм. Да. Значит, когда человек попадает туда, уже в кромешную тьму, из него делают опять свет. Мгм. Мгм. Если он первый уровень, второй или третий, там его чистят, баню Да, топят типа там. можешь еще наверх подняться, да, Да. есть возможность Еще почиститься есть, да, и да, как бы да. наверх подняться. И потом он поднимается наверх, там его встречают наши предки, кто его создал. Мгм. Вот, а у нас есть первый предок, это Аслади. Вот. Ну, все это знаем, по сказкам все это есть. Вот Это также... вы знаете, а мы не знаем. Читать надо. И вот, ну, в общем, вот этот отец, Мгм. он является для нас золотым отцом. Он живет в золотом царстве. У нас 3 царства. Это верхний, серебряный. Верхний это золотой, серебряный это где мы живем, и медный внизу. Вот это. Ну, где мир Да. духов, типа, да, таких? Мир, вот, ну, вот у нас нету плохих, хороших. Есть у каждого свое предназначение. Мгм. Внизу это, ну, как банщики, например. Ты туда пошел в баню, да, по своей доброй воле. Вот. И тебе там, ну, ты паришься, да, себе подвергаешь там, ну, И задачи у тебя соответственные, да? жару, там, да. Задача бани это тебе там, почистить, да. Мгм. Вот. А от кого все-таки чистимся-то? От чего чистимся? Чистимся от негатива, который мы набрали из-за того, что мы отказались от света. Мгм. Мы всегда отказываемся, а свет это и есть наши привычки и порядок. Порядок это созданный природой. Понятно, да, примерно? Да, то есть вся природа, она как бы действует по какой-то структуре, по какому-то порядку. Ну да, это можно привычка назвать. Или ну, календарь. Это вот целый год, ты вот, ну, Да, рождается, там цветет, да, плоды да, и да. вот и дальше. Да, И как бы когда мы нарушаем когда это, это не в порядке. Мгм. да, вот это нарушаем, это уже значит плохо. Значит, мы набрали себе там столько болезней и так далее, значит, опустились ниже вот этого света. Мгм. Чем выше, тем светлее. Мгм. Там даже в молитвах у нас говорится, что наши достойные предки стоят рядом с отцом, первым отцом, Мгм. и светятся ярким светом. Мгм. О, неужели это есть в чувашских сказках? Это такая мудрость прям. Я не могу это придумать. Да, это здорово. Если бы я где-то прочитал, ну, основное, ты же бы это узнала. А я читаю именно свои. Да, еще я всегда сравниваю. Всегда спрашиваю у мамы, там, у бабушки спрашивал. Кстати, вот бабушка меня вырастила на сказках. Не ругала меня там, что плохой мальчик. Всегда говорила, вот по каким-то пословицам, сказкам. И я вот пытался вот быть достойным. Передалось. Да. Мгм. Кстати, вот я написал сказку там про Мунгу. Вот как мне бабушка рассказывала. Это Великий день, Мгм. 21 марта. Как мне бабушка рассказывала, как борьба там солнце. А у нас, по-моему, сейчас Мангун называют типа Пасха, да? Да, это Но по-христиански. Мгм. Это по-христиански уже там, по христианским порядкам уже Пасха там, ну уже это не наша, скажем, не чувашская, Мгм. Мгм. ну не суварская, скажем. Мгм. Она не подчинена природе, она подчинена вот неким вот Навязанным. да, каким-то навязанным внешним, да, чужим дядям. Да.
Я всегда так называю. Чули А вот что за праздник Мангун тогда? Мы так галопом по Европе. Ладно, хорошо. Ну, календарный праздник. Это все календарные праздники. Вот мы говорили про свет. Если жить по свету, мы должны жить по свету, значит, мы должны развивать человеческие качества. Вот. Да, как вот жить правильно, как жить по свету? А правильно нас могут научить только опыт наших предков. Не какая-то книжку взяли, прочитали и все поняли, как надо жить. Нет. Опыт предков, именно те, которые здесь родились и ушли. Да, но вот. Дело в том, что мы не помним опыта своих предков, и нам никто его не передает. Ну, вообще, конечно, я согласен, но она осталась в виде пословиц или в виде заповедей. У нас их собрал и сохранил. Это башкирский чуваш Саша Михайлов, по-моему. Книга есть у меня, кстати. Вот, я не знал, вот тут сколько у нас будет вопросов. В общем, там 7000 заповедей. Так что вы можете это взять и попытаться прочитать там, ну, вот, осмысливать. Вот если непонятно, например, там, кстати, и на русский есть перевод. Ну, надо комментировать, потому что все вот эти сформированные, скажем, вот эти заповеди в те времена, да, они работали. А сейчас, чтобы она работала, нам надо это понять. Вот. Я думаю, понятия что сейчас поменялись. Такое время, когда люди вряд ли будут изучать все это прям досконально, долго, все эти заповеди. Поэтому, еще в том числе, поэтому я вас пригласила, чтобы вы сконцентрированно нам передали какую-то такую мудрость. Ну, вообще, конечно, если человек не захочет, ну, ничего не сделаешь. Ну, это да. Даже своего ребенка ты не заставишь. Если даже ты всю жизнь кормил, поил там, и выучил, а он не будет тебя слушать. Все. Это уже мы настолько, вот, скажем, вот окружением, вот этим пониманием, вот этим мировоззрением окружения, так заражаемся, что думаем, вот это вот есть действительность. Это не есть действительность, это есть некая иллюзия, что ты живешь вот в квартире, это думаешь, ты полноценная жизнь, да, это все, ну... Работа, какие-то развлечения, там, да. поездки, что-то потом, кто-то там в клубе сидит, кто-то, ну, да. И люди это воспринимают как естественную жизнь, как вот, ну, обычная жизнь, но это же не по природе, как бы, здесь нет правильного, да, такого круговорота. Да. Мы просто вот в этой, скажем, ну, в действительности, скажем, вот в этой действительности или в иллюзии просто заболеваем, страдаем, и потом не можем вырваться отсюда. Мы думаем, ну, да, действительно, вот это вот наша жизнь, вот так суждено, судьба у меня такая, и привыкаем, и начинаем страдать от этого. Потом страдают наши дети и так далее, и так далее. А чтобы, например, обратно вернуться к свету, это опыт предков, все. Потому что, например, я всегда своим детям говорю, вот мне 56 лет. Попробуйте прожить 56 лет вот без опыта наших предков. Это невозможно. Вот сейчас вы живете, например, там, старшим 28, да? Вот опыт предков и 28 лет, если ты применишь, ты будешь, ну, супермен, скажем. Конечно. Вот, ты будешь все знать, тебе будет все понятно. Но когда у тебя только 28 лет опыта, тебе ничего не понятно. Ты не можешь измерить вот этот мир, понять ее, вот этой крошечной, крошечным опытом. Сейчас как нам передается вообще? У нас же нет опыта предков, да? Сейчас наше мировоззрение формирует телевизор. Да. В основном. А по телевизору вообще полная херня показывается. А можно тут говорить, да? Да, можно, конечно. Ну, привет всем, кто там смотрит. Извините, мы тут, в общем, может, чуть-чуть сумбурно говорим. Ну, для первого начала это, я думаю, нормально. Да, конечно. Вот. В любом случае, мы делаем хорошие вещи. Да, заинтриговать. Да. Так, и про... Переходим опять к
парку, да, вот в парке я хотел, вообще я был молодой, конечно, 20 лет назад, вот это создать, начинать, задумывался, и, в общем, это может делать глупый человек. Я бы сейчас подумал, сказал, ну нафиг это работу, сколько дел, это сколько читать, сколько рисовать, потом сколько рубить дрова, да, ну дуб там, это же вырезать надо, ответственность огромная. Вот, и собрать скульпторов, объяснить, что делать, это очень такое дело. Ну, у меня была мысль такая, вот, или идея, или задумка, чтобы в ответном парке собирать всех заинтересованных, таких же, как я, молодых людей, потом или старых, ну, я вот всех, Все люди молодые. да, все они в душе молодые, да, и попытаться что-то говорить, потому что, когда вот это ты создал, я сейчас могу сказать, вот, ну, кто-то может, ну, всегда же кто-то говорит против, там, вот, это не так, вот так, вот так, я могу сейчас говорить, вот, дружище, бумага, карандаш, книги, иди прочитай, да, нарисуй, как ты понимаешь этот мир. Вот. Потом 20 лет руби вот этот дуб, например, собирая ребят, не один, естественно, один не может, и столько. Найди с ними общий язык. Каждый скульптор это такой человек, индивидуальный. Вот. Нельзя обижать там. Всегда надо пытаться раскрывать его возможности. Потому что сказать, вот так делай, это не пойдет. Вообще свет он не любит, когда говорит какой-то закон, там, ну, что-то приказывает, принуждает. Свет не любит. Вот смотрите, вот система образования, мы сейчас опять отвлекся. Вот я в школе не хотел учиться, честно скажу. Вот, мне не нравилось там, как, ну, хотя учился я хорошо, даже академию с отличием закончил. Просто когда... Сама система, да. когда тебя заставляют, да. палки, когда говорят, это надо, а ребенка сейчас не заинтересовывают, да? Да. В виде игры, когда это интересно. Мне кажется, любой ребенок обожает учиться, обожает узнавать что-то новое, но это должно быть как бы в плане такой естественности. Да, это должно быть, это его жизнь. Интересная жизнь должна быть. Вот, например, в школу пошел, он захлеб там учится, не за оценки. Мы же сейчас за оценки. Вот как за деньги работаем в нелюбимых местах, правильно? Да, зачем вообще люди соглашаются работать в нелюбимых местах, да, ну как бы Да. только ради денег. Они Да. же предают себя, предают свет внутри, и А они, тут, получается, глушат в себе. да, а тут заради оценки. Да. Вот я, например, в институте преподаю, я оценки на первом курсе вообще не ставлю. Я ставлю оценки за дерзость, за свободомыслие, за неординарность, ну, еще какие слова. Творчество. Да, такой творческий подход. Могут со мной поспорить, только не так, вот ты плохой, или да, конструктивно, ну, по делу, что он так видит, или вот так он хочет. Я даю полную свободу, и у нас в конце первого курса совершенно другие люди. И я с ними уже могу дальше дружить, работать, не просто как препод там, а вот дружить могу. Вот, и они доверяют меня, и мы такие успехи делаем. Живопись, рисунок, композиция, там, лепка, керамика у меня. Вот очень много предметов. И вот я хотел вот в этом парке, чтобы было вот это свободный разговор. Не так вот, например, написали некие ученые реферат, да, оттуда ссылка, отсюда ссылка. А что сам человек думает об этом? Не просто вот так, ну, спонтанно, а свои переживания именно, свои вот эти заметки. Вот я в деревне прожил, да, я не знал, каждую осенью там у нас ходили к родне. Всегда брали с собой там такую кастрюлю этого, кашу и обязательно гуся. Целого гуся. Ну, пиво возьмут и идут. Ну, я не знал, что такое, да. Ну, изучал. Это вот новый, из этих пшениц, новой пшеницы варят кашу. Из нового там ржи, да, вот пиво делают. Так пиво же это не чувашский напиток.
Ну, это понятно, это я сейчас говорю. Ну, я же видел. Как было? Да, как было, я же другой не видел. И вот они брали гуся, гусь же тоже новый, и шли в гости. И все приходили вот этими дарами. И там совершался обряд. Обряд, ну, они говорили, ну, славили свой род, скажем, этих образов, которые они создали, и их они кормили, благодарили, и говорили, ну, давай нормально сейчас перезимуем. Вот. И весной опять мы вместе с этими образами, природой, начнут, ну, новый цикл. Да. Вот я сейчас вот это понял, вот, а это мне все родители делали. Я вот сейчас вспоминаю, вот, конечно, связь деревни нельзя терять. Потому что деревня это есть университет. Вот я всегда говорю, даже там сосед тебя когда ругает, родители не заступаются. Они говорят, правильно тебя отругали. Потому что они не просто ругают, а просто хотят, чтобы ты лучше был. Если, например, тебя огрели крапивой, да, значит, по делу. Вот мать всегда говорила, значит, по делу. Потому что все деревни родня. Там не просто вот так вот, ну, пришли люди, как в городе. Там, например, за парковку бы никто не бился. Вот. Все да, бы деревня, уступили. это университет, это, конечно, такая хорошая мысль. Да, это шикарный университет. Мы знали, сколько трав там, птиц, когда прилетают, когда улетают. Это же очень важно. Как грязь месить, да? Вот, как не месить, например, если ты умный, где пройти там, чтобы чисто было. Вот, ну, ножки. Но это соединение с природой постоянно, да? Да? То есть, Да, когда мы живем в контакт квартирах, такой. то Этого нет. здесь ничего такого нет. Да, вот, например, я сейчас смотрю, не потому что я говорю плохо в городе, я просто сравниваю. Я хочу вам сказать, сравнивайте, изучайте сами. То, что я говорю, не надо принимать за веру. Просто один из вариантов, который я исследовал, и пытаюсь вам сейчас по просьбе Ярослава передать. Вот. И вот опять к парку вернемся. И вот сейчас этот парк работает. Туда очень много людей приходят. Это отдыхающие каждое воскресенье. Каждое воскресенье вы можете 10:00 прийти на экскурсию. Это будет бесплатно. Зимой тоже? Зимой, летом всегда. 10:00 экскурсия. 10:00 экскурсия в санатории Чувашии. Да, каждое воскресенье вы можете прийти бесплатно. Это значит, мы организовали для отдыхающих. Ну, вы рядом встаньте, вас никто не скажет, идите. Нет. Мы всегда только рады, кто интересуется. И кто замечания могут даже аргументированно сказать. Не просто вот там сказать, что это у вас типа плохо, ерунда там. Нет, это просто я для себя сделал интересное место. Да, но там, вот. Знаете, такие образы интересные. Вот мне показалось, женщина с рогами там была, ну какие-то такие. Это вот Арзури, это Медная гора, это как раз. Это получается Нижний, да? Да, это Нижний мир. Это, кстати, волосы у нее такие. Заплетены, да. Это, ну, у нас художник такой из Татарстана, Сандр Пикал. Там есть деревня Рунга. Вот он оттуда, он такой фантазер. Вот. В общем, там подробно, интересно, 1,5 часа расскажут. Или я иногда провожу, или экскурсовод. Там мне жена рассказывает это все. Вот. Дополнительные вопросы, пожалуйста, это можем потом чуть-чуть остаться. Вот, если не холодно, конечно. Вот. И вот приезжают туда из Москвы, из Казани, из Эстонии, из Германии приезжали турки. Турки всегда там туда приезжают, из Турции. Из Турции приезжают? Да. Турки вообще перевели книгу. Бülent Байрам, мой товарищ, ну, друг не могу сказать, потому что я с ним на это пока не говорил. Ну, мой хороший товарищ, скажем, ученый, он перевел книгу Улуп из чувашского на турецкий язык. О чем эта книга? Он выучил, сейчас скажу, вот он выучил чувашский язык. Ого! Да, турок. Бülent Байрам защитил диссертацию вот с этим парком, с этими образами в Венгрии. Вот, рассказал.
Я ему говорю, вот, блин, скажи, говорю, секрет, зачем туркам чувашская культура? Он говорит, у турков культура как рваная цепочка. За счет чувашской культуры, говорит, мы соединяем эти золотые цепочки. Я говорю, ну ты вообще молодец. Ну, то есть они, получается, какую-то связь видят между чувашской и турецкой культурой, Да. да? Кстати, вот турецкий язык ближе к чувашскому, чем татарский. Я в Турции был 2 раза, вот практически начал понимать, разговаривать на турецком. Да. Ага. Я удивился. А с татарами я тоже по-татарски чуть-чуть знаю. Если татар есть, и сам не сосед ташляк. Вот. Я, ну, с турками быстрее научился. Татары рядом у нас, в Ельчинском районе. У меня друзья там есть, мы дружим хорошо. Но все равно язык чуть-чуть другой. Вот. Не так близко, чем туркам. А турки где живут? А почему вы так думаете? Это не то, что я думаю. Это Нет, почему вы думаете, что турецкий язык, он как бы... Турция, вернее, близко к Чувашии. Почему? Потому что я быстро выучил, и говорили создатели словаря. А исторически как это сложилось? Я думаю, исторически я там могу ошибаться, но некие тюркские племена, вот это, я сейчас вот, говорю по академическим вот этим знаниям, ну, которые академики же пишут наши. Вот, ну, были некие племена, тюрки назывались, да? Вот. Очень созвучно с турками. Ага. Про язык, как бы, говорят, наш именно чувашский, самый древний язык тюрков. Ну, или тюркский образовался вот, из чувашского языка, как бы. Ого. Да. Даже так. Даже так. И вот поэтому у всех у них, ну, один корень, да, ну, разный диалект. Вот турецкий диалект ближе к чувашскому, чем татарский. Ну, татарский говорят там, некоторые там, ну, кыпчакский говорят. Вот, кыпчаки же тоже мощные были народы, вот, которые заселяли вот эту Евразию, скажем. Просто сейчас мы про них забыли, ну, или нам не говорят. Вот, а это мощнейший был народ. Я ни разу не слышала. Да? Кыпчаки? Кыпчаки. Кыпчаки. Кыпчаки, да. Вот. И вот приезжают, в общем, опять повторюсь, разные исследователи и так далее из Болгарии приезжали, они ездили по всем вот этим тюркским республикам. Так. Называется Болгар-Иле, по-моему, они делали передачу. Вот, и они были у меня в парке, они тоже там записывали очень много. Вот, в этом, ну, тоже они, ну, использовали вот этот материал. И они тоже говорят, что болгарскому языку, ну, который живет на Дунае, да, чувашский язык самый близкий. Болгарскому языку. Да, болгарский язык. И даже, кстати, у них национальная одежда, вот это, вот коске, да, на груди женские, да, там орнаменты, вот музей вышивки есть. Сходите, посмотрите. Я была вот в прошлом Да. году, мне очень понравилось. Там вот похоже, очень похоже. Даже название, интересно, похожие названия. Ну, на уровне бытовом практически такие же остались слова. Что болгарские, что чувашские, Да, да? да. Вот. Ну, где сельское хозяйство, да, на этом уровне. Практически похоже. Говорят ученые это. Я не ученый, но мои товарищи есть такие, которые говорят, ну, похоже, которые изучали. Я сам не такой вот знаток этого. Вот. Ну, в общем, и приезжали финно-угры, да, ребята, говорят, когда я им рассказывал сказки, вот эти, они говорят, похоже очень сильно на скандинавские сказки. Вот именно вот у нас есть, например, Хель-Муди, да? Хель. Это кто? Хель, Дед Мороз. Хель, это ну, холод. А у нас есть, а у этих скандинавов, шведов, да, есть преисподняя, Хельхем называется. А у нас Хельхем это мороз и огонь. Это у них этот, ну, ад.
А по-другому это вот где страшно жарко и страшно холодно. Интересно. Это у них так называется, Хельхейм. Ну, Хельхейм там, ну как-то вот так. Ну, если так, у нас Хельхейм. Это значит холод и жар. Вот. И в общем, вот они говорят, очень много похожего вот этого, вот этих сказках. Вот, про как образ матери в виде орлицы, например. У нас очень похоже говорят. Я когда рассказал им вот этот вот образ матери, у нас девушка, когда замуж выходит, плач невесты есть, да? И вот она там поет, плачет и поет. И ну, там она хочет превратиться в орлицу, взлететь на вершину, ну вот это, на небосвод, да? И там разглядывает землю, вот как земля внизу, четырехугольная, например, вот там говорится. Земля четырехугольная? Да. Ну, есть земля, где восьмиугольная. Ну, а есть разные земли, получается? Да, там вообще, может, как-нибудь сделаем передачу. Мы в институте сейчас один заговор такой есть, чтобы ребенок был здоров и не болел. И там говорится о восьмиугольной земле, которая имеет верхний мир, светлый мир и нижний мир. И мы через законы перспективы вот это сейчас строим. Где? В институте культуры. Студентами. Строим именно вот, ну, перспективу, знаешь, да, законы перспективы. Ну, дальше, больше, ближе, чем ближе, тем да. Дальше, в общем, там дальше. на сужение, да? Вот. Там, в общем, можно вот это вот заговор или наговор, не знаю, как. Ну, вот эту песню, скажем. Можно элементарно по этим законам перспективы нарисовать. Там прям рассказывают как. И получается, наши предки знали начертательную геометрию, ну, естественно, перспективу. Вот. Потому что в этих песнях она есть. Ты вот говорила по поводу этой книги «Улуп», да? Да, все, вопрос хочу Вот. задать. В этой книге «Улуп» тоже есть перспектива. Вот как они переходят в другой мир. А как переводится «Улуп»? «Улуп» это богатырь, исполин, который вот, ну, образ нашего народа, это Улуп. Это некий исполин, это сын бога Аслади, который на землю пришел, и пошел род Чувашей, или ну, род Сувар, скажем, вот, от этого Улупа. В общем, мы имеем небесную связь тоже. Не просто, скажем, вот так вот. Ну, я когда это рассказываю студентам, они говорят, ну, это сказка. Я говорю, ну, давайте будем говорить про Библию. Я вам скажу, что это будет скоро сказкой. Ну, это же, ну, наши предки жили вот в этой сказке, скажем, или мировоззрение в этом. Прожили, оставили некий такой опыт мощнейший, ну, где мы законы перспективы, я потому что знаю законы перспективы и начитал геометрию, поэтому я понял. Но я другие законы, Но мне, конечно, вообще не укладывается в голове, как в песне можно разложить эти законы перспективы. Я тебе прочитаю там одна страница и все рассказано. Я говорю, так не может человек взять и придумать, Да, если ты не знаешь вот этих законов. Вот в этой книге Улуп там говорится, в общем, во-первых, давайте так, эту книгу собрал и написал Хвейдар Сюин, это значит Федор Семенов, уроженец Цивильска. Он прожил долгую жизнь, начал собирать до войны вот эти легенды про Улуп. Это он слышал еще, когда был в детстве. Потом он их собирал, ну, был на войне, там он был ранен, пришел инвалидом. После войны все собрал, и ему помогали там Хузангай, Уксай, ну, собрать как бы в книгу. И там 40 песен про Улупа. Там говорится про героические поступки этого Улупа. Значит, я могу сказать, эта книга некий ствол, ветки, которые там мы можем прочитать. Ну, мы можем по этой книге начинать изучать
вот эти ветки. А ветки это, например, начертательная геометрия, перспектива, там еще что-то, еще что-то. Да, математика, там миропонимание, например, язык птиц, язык животных он знает. Мы не знаем, к сожалению. Да. А я сейчас узнал, оказывается, можно знать, например, ну, какие рисунки можно изобразить по пению соловья. Соловей издает вибрации, да? Вот эти вибрации, они некую частоту имеют. Эти частоты можно воспроизвести, например... Песок, да? Вот да, песок, да, вот сама сказала. Видишь? И можно... Песок рисует рисунок. Да. Вот интересно, какой, да? Да. Соловья. У соловья какие рисунки? Вот это вообще мир, вот это свет, например, это ткет, вот эта вселенная. Да, звук даже, да? Звук рождает эту Да, вселенную. да. Ну вот по поводу звука, например, сейчас отвлекемся. У нас 7 небосводов. Все эти небосводы, они двигаются вот так. То есть небосвод это как бы вот прям вот свод. Да. И они все двигаются. Да, и все они двигаются. Как интересно. И они все создают, ну, например, мы же видим радугу. Ага. Мы радугу видим, цветов. половину видим, да? Да. Это же то же самое вниз. Возможно. Можем же представить? Ну, энергетически-то это круг делает. Просто мы видим половину, всего-навсего. И вот эти все 7 слоев, они все двигаются. И они создают некий звук, который мы не слышим. И этот звук все творит на земле. Вау, круто. Ну, сказки говорят. Очень здорово. Такая информация. Ну, я не мог это выдумать. Сразу хочу сказать, я такой же, как вы. Вот, сейчас. Вопросы? Вопросы. Сейчас посмотрим, что у нас там. Что кто-нибудь пишет. Люди присоединяются, но так все люди родственники. Ага. Ну, конечно, вообще, только мы друг друга должны желать добра и за друг друга держаться, помогать друг другу. Ни в коем случае по нашим законам, опять, ну, не законам, а порядкам, скажем, порядкам природы. Даже животных там и так далее. Ну, вот это все, например, древний или там, ну, древний чуваш не бывает, скажем, 150 лет, 200 лет назад, например, нас называли суварами. Например, человек, который соткан из солнца, ему не нужно вот это все вот, уничтожать, например, то, что на земле есть. Поэтому вот эти сказки, мифы, предания, песни, танцы, все, ну, все вот эти формы, которые мы видим, они поведение наших предков. Именно за счет ихнего мировоззрения. Вот вы посмотрите, например, орнаменты, они все красивые. Значит, они думали красиво, думали гармонично. Танцы, например, поют. Они же не орут там что-то, они плавно, тянущиеся, например, гармонично. Они, значит, у них было мировоззрение вот такое, не какое-то мракобесное, там темное. Нет, конечно. Темный, мракобесный человек, пожалуйста, найдите таких. Они создадут такие орнаменты. Я всегда говорю студентам. Ну вот сейчас современное искусство, да, там вот это вот, когда там рука здесь, нога там, голова здесь, там, и все какое-то такое несуразица какая-то. Это же нет гармонии в этом, но это оплачено, и как бы людям это прививается, как будто это вау, это красиво, а на самом деле там нет гармонии. Ну, вот я могу вот так сказать. Вот у меня один товарищ, есть такой художник, Модельяне, француз, там говорят. И он под Модельяне, в общем, что-то рисовал, такие портреты, там глаза, тут менял, в общем, ну, получается интересно. И пришел, говорит, товарищ ко мне, подари, да подари. Он говорит, ну ладно, подарил, говорит. А он у себя повесил, говорит, в спальне. Через неделю жена говорит, убери эту картину, спать не могу. Я говорю, что такое? Нормально же там. Вот когда выключаем свет, лунный свет, на меня, говорит, такое чудо смотрит. Не могу спать. Это образы, создается образ, который тебя начнет уничтожать. Да. Вот, поэтому мы, когда скульптуру видим, это есть образы,
неких существ или некого там, кого мы хотим сделать, и которые будут тебе потом служить, помогать, там, для тебя другом, ну, не родным, естественно. Кстати, если он не помогал, если он что-то там, что-то проказничал, да, каждой весной мы меняли этого образа. Понятно, интересно. А этих, значит, те, которые не помогали, мы просто сажали на лед, и они опять свою стихию уезжали. Это по реке, да? Да, по реке сажали на лед, и все. Просто никто никого там не ругал, ничего. Опять я создавал, таким образом появился мелкая пластика. Маленькие куклы, фигурки, скульптура. Вот так народ создал ее. Вот эти образа, там, например, да, вот которые мы видим. Это же не сейчас создано, это древнейшие формы. Формы миропонимания, ихнего мировоззрения именно. Вот так они мыслили, вот так они хотели понять этот мир. Чтобы сделать связь, они входили в некий резонанс, например. Все просто. Если, например, все вот это изучить, 500 сказок прочитать. Мне кажется, если понимаешь язык, то это удовольствие, да, читать сказки. Вообще, конечно, я всегда говорю, чуваш должен знать 4 языка. 4. Это вот сейчас. Минимум 3. Это значит те, которые уже, А вы знаете 4 языка? Мои дети знают. Я себя считаю ограниченным. Сразу Какие языки? Я изучал, учил в школе немецкого, у нас потом учительница куда-то замуж вышла и исчезла. Обычно. Да. Пришлось учить английский. Потом, нет, английский нет. Потом немецкий, в общем, я сам еще дома учил. Родной язык и русский язык. Татарский, турецкий, чуть-чуть так вот. Я читаю любые сказки, не только черские. Русские, индийские, там, в общем, арабские, любые, татарские. Вот сейчас хочу читать марийские, вот рядом живут марийцы, а я их сказки не знаю. У нас проходят конференции различные. Там приезжают из Мариэл тоже ученые. Я у них спрашиваю, у вас там как, богатая литература? Очень хорошие сказки, похожие на наши, кстати. Поэтому вы можете все это читать. Просто, я всегда говорю, вначале надо читать просто тупо. Просто тупо читаешь, не надо понять, что там написано. Понималка это у вас пока она не срабатывает, не работает. У вас там будет протестовать, там, говорит, что это ерундой занимаешься, да? У вас в голове там второй я, который есть, да? Он всегда будет говорить, да, это ерунда. Иди деньги зарабатывай. Да, иди зарабатывай деньги, ага. Да, конечно, деньги нужны, но все должно быть гармонично, да? Когда и то, и здесь, и здесь. Деньги тоже он придумал, этот. Черт? Да, все. Чтобы людей опустить пониже. В тьму. Все вниз. А там деньги, больше надо, больше, чтобы откупиться. А то же они будут тебя тащить в баню, чистить будут. А ты не хочешь, чтобы тебя хлестали там. Жар и холод, да? В жару, потом в холод выкидывают. И ты всем платишь, чтобы тебе... Пока это, может быть, где-то проходит. Потом-то все равно наступит момент, когда придется... Ресурсы кончаются. Да. Ресурсы кончаются, человеческие, именно природные. Мы же не личные. И потихоньку нас все равно будут расщеплять. А как по чувашским традициям вообще? Куда мы уходим после смерти? Где мы были до смерти? Опять по сказкам. В сказках говорится, наше родовое гнездо это где полярная звезда. Наше родовое. Да. Мы оттуда пришли. Это, сейчас, секунду. Значит, там у нас это называется План-Шолдер называется. Это олень-звезда. Или звезда-олень. Там на этих рогах наше родовое гнездо. Ой, смотрите, у нас 10 секунд осталось. Может быть, мы еще раз в эфир выйдем или как?
Нет, все, наверное, будем заканчивать. Ладно, тогда Уже. все. Всем спасибо. На самом интересном